الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемый джамаат, сегодня на нашей лекции хотелось бы поговорить о очень важной теме. Тема на самом деле нам всем это очень знакома. Сразу скажу, сегодня хотелось поговорить о таком понятии, как гайбат, или если по-русски, может быть, злословие за спиной брата-мусульманина. Тема нам очень знакомая. На самом деле очень часто слышим напоминания об опасности этой темы. Часто приходится слышать ваазы в мечетях, на пятничных проповедях. Но тем не менее, если посмотреть на состояние мусульман на сегодняшний день, то мы увидим, что, к сожалению, гайбат, вот эта вещь, вот это качество, оно среди нас присутствует. И на самом деле избавиться от гайбата нелегко, то есть для этого нужно очень много работать над собой, приложить очень много усилий. И проблема еще также в том, что многие мусульмане понимают гайбат очень в узком таком понимании. И многие вещи, которые тоже являются гайбатом, многие думают, что это к гайбату не относится. И поэтому сегодня хотелось бы вот об этой теме поговорить, еще раз вспомнить вот эти аяты, вот эти хадисы, какие-то вопросы, связанные с этой темой, для того, чтобы пересмотреть себя, для того, чтобы мы, не зная, по незнанию, не попали в гайбат. Самое первое, с чего хотелось бы начать, это дать определение вот этому слову гайбат. Я на протяжении лекции буду называть это словом гайбат. Смысл мы уже знаем, хотя в русском языке нет этого слова гайбат, но злословие не совсем передает, может быть, вот этот смысл. Поэтому по ходу лекции, иншаллах, буду использовать вот этот арабский термин. На арабском аль-гайба. Аль-гайба, но будем использовать его как гайбат, потому что на татарском языке как гайбат это нам привычно. Определение вот этого понятия гайбата каля аль-Джурджани, рахимахуллах, ученый по имени аль-Джурджани, говорит следующее определение: аль-гайбату зикру масауи иль-инсан фи гайбатихи ва хия фихи. Говорит, что гайбат – это упоминание каких-либо недостатков человека в его отсутствии, и эти недостатки в этом человеке действительно есть. Простое определение, то есть это, если другими словами, когда мы упоминаем своего брата-мусульманина, упоминаем какие-то его недостатки, даже если это является правдой, если это еще и неправда плюс к этому, то у этого есть отдельное свое название, к этому еще придем. И вот эти недостатки упоминаются за его спиной, в его отсутствии. Простое определение. Ученый ат-Таханауи, рахимахуллаху, говорит следующие слова, очень интересные приводит здесь разъяснение того, что является гайбатом, и говорит: аль-гайбату ан тазкура ахака бима якрахуху лау балагаху. Аль-гайба, гайбат – это упомянуть своего брата тем,
что было бы ему неприятно, если бы это до него дошло. Саваун закарта нуксанан фи баданихи ау фи любсихи. Вне зависимости от того, какой недостаток ты упоминаешь. Касается этот недостаток его тела или его одеяния. То есть вот здесь имам ат-Таханауи начинает объяснять, вот как бы, чего касается гайбат. Вот очень важные слова. Первое, что говорит, в теле. То есть если мы упоминаем какой-то недостаток в теле человека, может быть низкий ростом, может быть худой, может быть толстый и так далее. Если упоминаем, это относится к гайбату. Далее продолжает ауфи любсихи, или же в его одеянии. То есть если при людях упоминаем недостаток брата мусульманина, касающийся его одеяния, это тоже относится к гайбату. Ауфи хулюкихи, или в его нраве. Ауфи фиалихи, или в его деяниях. Ауфи каулихи, или в его словах. Ауфи динихи, или упоминаем какой-либо недостаток брата, касающийся его религии. Ауфи дуньяху, или недостаток, касающийся его мирской жизни. Ауфи валядихи, или, говорит, этот недостаток, касающийся его детей. То есть, что это нам дает, чтобы мы спектр вот того, что в себя охватывает гайбат, понимали. Имам ат-Таханауи поясняет, потому что многие думают, что это к гайбату не относится. Там, я же его сына упомянул, например. Нет, вот имам ат-Таханауи говорит, это тоже относится к гайбату. Далее он продолжает ауфи валядихи, ауфи таубихи. Или же этот недостаток касается его одежды. То есть, если мы высмеиваем либо цвет одежды, либо она сильно старая, либо что-то подобное, это тоже относится к гайбату. Ауфи дарихи, или недостаток, касающийся его дома, его жилья. Обсмеяли дом, скажем, обсмеяли там окна, еще что-то, это тоже относится к гайбату. Ауфи даббатихи, или же недостаток, касающийся его животного. Каля валя тактасиру л-гибату аля аль-кауль. И гайбат, он не ограничивается только словами. Это тоже важно понимать. Гайбат не ограничивается только словами. Баль таджри айдан фил фи'ли каль харакати валь ишарати валь киная. И также гайбат, он распространяется на действие. Как, например, человек делает какой-то жест или, может быть, намек, скажем, подмигивает глазом, либо крутит пальцем возле виска или что-то подобное. Хотя никакие слова произнесены не были, но это тоже относится к гайбату. Далее он приводит хадис, в котором лима варада ан Айша, хадис, который передается от Айша радиаллаху анха, аннаха ашарат биядиха иля мраатин аннаха касира. И в этом хадисе говорится, что однажды Аиша сделала такой жест рукой, и этим жестом она показала, что какая-то женщина низкая ростом. То есть Аиша ничего не сказала, но сделала жест рукой, и этот жест обозначал, что какая-то женщина является низкой ростом. Факаля саллаллаху алейхи вассаляма игтабтиха. И тогда пророк саллаллаху тут же, что Аиша, что сказал? Игтабтиха, ты совершила гайбат. В отношении вот этой женщины ты совершила гайбат. И то есть видим, гайбат, он еще и распространяется также на какие-то жесты, даже кивание головой, там, глазом даже, может быть, подмигнули, когда речь шла о каком-то человеке, это тоже будет рассматриваться как гайбат. Вот тасдику биль гайбати гайба. И также
подтверждение гайбата это тоже является гайбатом. Имам ат-Таханауи говорит, подтверждение гайбата тоже является гайбатом. То есть, приведем пример. Речь зашла о каком-то брате-мусульманине. Мы сами ничего о нем плохого не говорим, но мы поддакиваем. То есть, скажем, киваем головой, поддерживаем вот эту речь, вот этот гайбат, и это тоже будет считаться гайбатом. Поэтому видим вот из слов имама ат-Таханауи, насколько широкий спектр гайбата, и что многие из нас понимают гайбат гораздо уже, и по причине этого мы часто попадаем в гайбат. И чтобы мы понимали, гайбат, он, скажем, сжигает наши благие дела. Аджр, саваб, вот тот аджр, который мы с трудом зарабатываем на каких-то других делах, мы его теряем по причине гайбата. И можно такой пример привести. Скажем, человек много зарабатывает, у него большая зарплата, но он до дома ничего не доносит, потому что у него, скажем, дырявый карман. То есть от такой зарплаты толка нет. То есть не только заработать, но нужно еще и сберечь эту зарплату. Или, скажем, если в каком-то здании хорошее отопление, но нету окон. То есть какие бы радиаторы не были, какой бы котел не был, то есть тепла не будет. Вот по такому же принципу и здесь. Мы можем зарабатывать много аджр, много хасанат на каких-то поклонениях, ураза, выстаивание ночной молитвы и так далее, садака раздавать. И можем все это потерять, с другой стороны, по причине гайбата. Поэтому здесь нужно быть очень бдительным и вот следить за собой, какие мы делаем жесты и что мы разговариваем. Далее хотелось бы затронуть вопрос, к каким грехам относится гайбат. Потому что мы знаем, что у нас есть большие грехи, есть малые грехи. Есть такое деление грехов на большие и на малые. Имам Ибн Хаджар, рахимахуллах, говорит, что гайбат относится к большим грехам. То есть не надо думать, что гайбат это какой-то маленький грех. Нет, Ибн Хаджар, рахимахуллаху, относит его к большим грехам. Какое доказательство здесь можно привести? Известный хадис пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, «Куллюль муслими аля муслими харамун», где пророк, саллаллаху алейхи, говорит, каждый мусульманин для другого мусульманина является запретным, является харамом. Его кровь, его имущество и его честь. И где мы в этом хадисе, где мы здесь можем извлечь для себя пользу, что гайбат является большим грехом? Это мы можем увидеть из того, что пророк, саллаллаху, наравне с кровью и с имуществом упоминает также честь. То есть гайбат – это посягательство на честь человека. И пророк, саллаллаху, вот эти три вещи упоминает вместе, что указывает на то, что ихняя тяжесть, она одинаковая. То есть посягательство на кровь, нет сомнения, убийство это является большим грехом. Посягательство на имущество, скажем, воровство, является большим грехом, здесь нет никакого сомнения. И третьим пророк, саллаллаху, упоминает «Уа'ирдуху» его честь. То есть сюда мы относим также гайбат. И поэтому ученые сделали такой вывод, что гайбат является большим грехом. Следующий такой вопрос. Есть ли какие-либо ситуации, в которых гайбат разрешен? Есть ли какие-либо ситуации, в которых можно упоминать недостатки другого человека? Каля ан-Навави рахимахуллах. Имам ан-Навави рахимахуллаху говорит следующие слова. Он
вот как раз поясняет вот этот вопрос. «И'алам анна al-ghibata tubаху ли гарадин сахихин шар'ийин ла юмкину al-вусулу илейхи илля биха ва хуа ситтату асбаб». Имам ан-Навави, рахимахуллаху, говорит: знай, что гайбат разрешен, если есть какая-либо разрешенная шариатом цель, и если к этой цели невозможно приблизиться или невозможно этой цели достичь никак, кроме как посредством гайбата. То есть две вещи, да, он упоминает. Это чтобы цель была разрешена шариатом. Первое, это, то есть не для любой цели. То есть если это что-то недозволенное шариатом, это что-то неважное, скажем, ненужное, то это мы не рассматриваем. Первое, чтобы эта цель была разрешена шариатом. Второе условие он какое ставит, это чтобы достичь этой цели нельзя было никак, кроме как посредством гайбата. И это, он говорит, 6 ситуаций. Вот дальше рассмотрим вот эти 6 ситуаций. Аль-аувалю аль-мутазаллим. Первая ситуация – это когда человеку сделали зулм, его угнетают, скажем, по отношению к нему совершили какую-либо несправедливость, там, скажем, отбирают деньги, хотят его убить и так далее. То есть примеров здесь много может быть. فَيَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةٌ أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى إِنصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ فَيَقُولُ ظَلَمَنِ فُلَانٌ بِكَذَا. И в этой ситуации вот тот человек, по отношению к которому совершается несправедливость, ему разрешается обратиться, скажем, к примеру, к султану или к казыю, то есть к тем, кто может его спасти, у кого есть, скажем, такая сила, такая возможность спасти его из этой ситуации. И обратившись, скажем, к султану, можно сказать, что такой-то, такой-то совершает по отношению ко мне несправедливость. Такой-то, такой-то хочет у меня отобрать имущество. Такой-то, такой-то хочет меня убить и так далее. В этой ситуации это разрешено. Хотя перед казыем, султаном упоминается недостаток другого человека, но в этой ситуации это разрешено. Ат-тани аль-исти'анату аля тагьириль мункар ва раддиль ааси иля ссаваб. Вторая ситуация – это когда необходимо пресечь или остановить совершение греха. И есть необходимость грешника вернуть на правильный путь. Это вторая ситуация. И в этой ситуации можно, скажем, обратиться, опять же, не ко всем, то есть обратиться к тому, кто может повлиять на этого грешника и упомянуть ему о грехах какого-то человека. Скажем, приведем пример. Мы увидели, что чей-то сын, скажем, увидели его с сигаретой, видим, что он курит, разрешается подойти, скажем, к его отцу, и всем подряд рассказывать не нужно. То есть не надо думать, что разрешено всем рассказывать. Нет, можно подойти, скажем, к примеру, к отцу, объяснить ситуацию для того, чтобы он повлиял на своего сына. Или, скажем, к учителю, или, то есть должен быть человек, который может повлиять, который, может быть, имеет авторитет перед вот этим грешником. Это вторая ситуация. Ат-талиту аль-истифта. Третья ситуация – это когда необходимо получить фатва, необходимо получить фетву у муфтия. فَيَقُولُ لِلْمُفْتِي ظَلَمَنِي أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ زَوْجِي أَوْ فُلَانٌ بِكَذَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ. И в этой ситуации можно муфтию упомянуть свою ситуацию и, например, это как пример приводим, такой-то, такой-то
совершил несправедливость по отношению ко мне. Такой-то, там, жена, например, приходит, говорит, что муж вот так-то поступает по отношению ко мне, имеет ли он на это право? То есть здесь эта ситуация похожа на первую. Первый у нас был зулем, когда несправедливость сделали. Там обращались, скажем, к казыю. Здесь нужна фатва. И обращаемся к муфтию, но ситуация похожа. Здесь можно, опять же, упомянуть недостатки другого человека, как жена, скажем, упоминает недостаток своего мужа и так далее. Что еще можно сказать относительно вот этой третьей ситуации? وَلَكِنَّ الْأَحْوَطْ وَالْأَفْضَلْ أَنْ يَقُولَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْ شَخْصٍ أَوْ زَوْجٍ. Но вот в этой ситуации, когда мы спрашиваем фатва, еще лучше будет, если вопрос будет задан общими словами. То есть такими словами, что муфтий конкретно не поймет, о ком идет речь. Как, скажем, например, женщина приходит, хочет задать вопрос, касающийся ее и мужа, но она задает вопрос как про какую-то другую семью. Или что вы скажете относительно мужчины, который относится к жене так-то? То есть она не упоминает конкретно своего мужа. Если сделать вот так, то это еще лучше, но несмотря на это упомянуть конкретного человека в этой ситуации тоже можно. Это была у нас третья ситуация. Четвертая ситуация. Раби' тахзируль муслимина мина шарри ва насихатухум. Четвертая ситуация – это предостережение мусульман от какого-либо зла. То есть если необходимо предостеречь мусульман, джамагат, от какого-то зла, от какого-либо, скажем, человека, который может вред причинить, то здесь тоже разрешается упомянуть его недостатки. Здесь приведем некоторые примеры. Вот под этот четвертый пункт здесь можем, как пример привести два примера. Джархуль маджрухина минар руати ва шухуд. Это то, что мы видим в цепочках хадиса. Вот очень часто, когда мы слышим какой-то хадис, передается от такого-то, от такого-то, от такого-то, и далее внизу идет оценка этого хадиса, говорится, хадис слабый, потому что здесь есть такой-то, такой-то, и у него, скажем, есть такой-то недостаток, там слабая память или еще что-то. Поэтому хадис, ему дается степень слабого. Это как пример. В этой ситуации упоминать вот этот недостаток можно, для того, чтобы люди, чтобы мусульмане знали степень этого хадиса. Сюда также можно отнести такую ситуацию. وَمِنْهَا الْمُشَاوَرَةُ فِي مُصَاهَرَةِ إِنسَانٍ. Это такая ситуация, как, скажем, когда к нам приходит кто-либо и спрашивает у нас совет, касающийся женитьбы. Скажем, приходит парень и спрашивает у нас относительно какой-то девушки. Скажем, мы ее знаем из нашего окружения, и мы знаем, скажем, что у этой девушки есть какой-то недостаток, касающийся, может быть, ее характера, ее религии и так далее. Вот в этой ситуации разрешено упомянуть вот этот недостаток, потому что вопрос очень важный, то есть человек именно поэтому и обращается, он просит совета. В этой ситуации можно упомянуть недостаток. Пятая ситуация, когда разрешается упомянуть недостаток другого человека, это «Ан якуна муджахиран бифискихи ау бидатихи каль муджахири бишурбиль хамр».
это в том случае, когда тот, у кого есть недостаток, он сам его открыто перед людьми демонстрирует, как если это нечестивец, и он вот это свое нечестие он демонстрирует перед людьми открыто. Или он совершает какой-то бидгат, и он этот бидгат открыто демонстрирует. Или, скажем, пьет спиртное и не скрывает это от людей, то есть он это демонстративно перед другими людьми совершает. В этом случае этот недостаток упомянуть можно, потому что он сам тоже это показывает, тоже демонстрирует. «Фаяджузу викруху бима юджахиру бихи». Вот здесь очень важное такое ограничение нужно поставить. Можно упомянуть только именно тот недостаток, который он перед другими людьми показывает. То есть если он пьет спиртное, это не прячет. Вот кроме спиртного мы больше никакие его недостатки упоминать не имеем права. То есть вот касается только вот этого греха. وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ. И запрещено упоминать его какие-либо другие недостатки. Ас-садису, и шестая ситуация, это последняя ситуация, ат-та'риф. فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مَعْرُوفًا بِلَقَبٍ كَالْأَعْمَشِ وَالْأَعْرَجِ وَالْأَصَمِّ وَالْأَعْمَى وَالْأَحْوَلُ وَغَيْرِهِمْ جَازَ تَعْرِيفُهُمْ بِذَلِكَ وَيَحْرُمُ إِطْلَاقُهُ عَلَى جِهَةِ النَّقْصِ وَلَوْ أَمْكَنَ تَعْرِيفُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَى. Смысл только вот этой части приведу. Разрешается упомянуть недостаток человека, если у человека есть какое-то прозвище, которым он прославился среди людей, и это прозвище, оно содержит в себе какой-то недостаток. То есть человек прославился под прозвищем, скажем, хромой, или одноглазый, или еще худой, толстый и так далее. Примеров много может быть. И люди, скажем, его не знают под каким-то другим именем. То есть вот так сложилось, он вот прославился вот этим прозвищем, и это прозвище содержит в себе какой-то недостаток. Но здесь тоже нужно поставить ограничение. Можно упомянуть вот это его прозвище, но не в контексте издевательства над этим человеком. То есть это можно упомянуть только для того, чтобы люди поняли, о ком идет речь. Но не для того, чтобы надсмеяться над ним, над вот этим его качеством. И еще один момент вот, относительно последнего пункта. Если человек может как-то донести до людей о конкретно вот нашем вот этом человеке каким-то другим образом, то это будет лучше. То есть если мы можем обойтись без этого прозвища, без слов там хромой и так далее, и можем людям объяснить это как-то по-другому, то это будет еще лучше. Вот эти 6 ситуаций, которые упоминает имам ан-Навави, являются, скажем, исключением из нашего общего правила. То есть у нас гайбат в основе является запрещенным, упоминать недостатки людей в основе является запрещенным, и исключением являются только вот эти 6 ситуаций. Далее хотелось бы также напомнить, зачитать аят, известный аят, но тем не менее у нас сегодня тема про гайбат. Хотелось бы еще раз вспомнить вот этот аят. «Я айюхаллазина аману джтанибу кафиран миназзан, инна ба'да ззанни исм, ва ла таджассасу, ва ла ягтаб ба'дукум ба'да, аюхиббу ахадукум ан я'куля лахма ахихи майтан, факарихтумух, ваттакуллах,
инна Аллаха тавабур рахим. Инна Аллаха тавабур рахим. То есть Аллах Субханаху ва Тааля говорит: о те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. То есть вот именно вот эта часть, как бы именно касающаяся нашего сегодняшнего вааза: и не злословьте за спиной друг друга. Валя ягтаб ба'дукум ба'да. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата? То есть вот удивительно здесь сравнение приходит в этом аяте. То есть это сравнивается с такой ситуацией, когда человек поедает мясо своего покойного брата. И похожие вот эти смыслы мы, иншаллах, еще дальше увидим по ходу нашего вааза, по ходу нашей лекции. Закончим аят. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха, воистину Аллах, принимающий покаяние, милостивый. На этом аят закончен. Также приведем некоторые из хадисов, касающиеся гайбата. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху, передается от Абу Хурайры радиаллаху анху, анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассаляма каль, то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: атадруна маль гайба, знаете ли вы, что является гайбатом? Калю Аллаху ва расулуху а'лам. И тогда сподвижники сказали: Аллах и его посланник знают лучше. Каля зикрука ахака бима якра. И пророк саллаллаху говорит: это упомянуть своего брата тем, что ему неприятно. Киля араайта ин кана фи ахи ма акуль. И тогда один из сподвижников спросил: а что если то, что я говорю, действительно присутствует в нем? Каля ин кана фихи ма такулю факад игтабта. И тогда пророк саллаллаху говорит: если в нем есть этот недостаток, то ты совершил гайбат. То есть это и есть как раз гайбат. Ваиллям якун фихи факад бахатта. А если этого недостатка в нем нету, то ты совершил бухтан. То есть у этого греха уже есть даже, скажем, свое отдельное название, это называется бухтан. А гайбат – это упомянуть недостаток, который неприятен нашему брату, и этот недостаток является правдой. Поэтому очень многие люди вот в этом вопросе заблуждаются, говорят: я же правду говорю, я же не вру, это действительно так. Это не является отговоркой, это чистой воды гайбат, и человек совершает очень большой грех. Далее хотелось бы привести некоторые высказывания некоторых из ученых и муфассиров. Каля Умар. Умар, радиаллаху анху, однажды сказал: алейкум бидзикриллахи та'аля. То есть побольше поминайте Аллаха субханаху ва та'аля, фаиннаху шифа. И воистину это исцеление, в этом есть исцеление. Ва иякум ва зикран нас фаиннаху да. И остерегайтесь поминания других людей, и воистину в этом болезнь. Слова, как мы сказали, принадлежат Умару радиаллаху анху. Ан Амр ибн аль-Ас.
передается от Амр ибн аль-Ас, радиаллаху анху, аннаху марра аля баглин маййтин. Однажды он, то есть Амр ибн аль-Ас, проходил мимо мертвечины мула, то есть на дороге или где-то на земле лежало тело умершего мула. Факаля ли ба'ди асхабихи. И тогда Амр ибн аль-Ас обратился к присутствующим рядом с такими словами: «Ла'ан я'куля ар-раджулу мин хаза хатта ямла'a батнаху хайрун лаху мин ан я'куля лахма раджулин муслим». Кому-либо из вас «Ла'ан я'куля ар-раджулу мин хаза», кому-либо из вас наполнить свой желудок мясом вот этого, то есть имеет в виду вот этого мула умершего, кому-либо из вас наполнить свой желудок мясом вот этого мула лучше, чем он будет кушать мясо своего брата. То есть почему он говорит, чем кушать мясо своего брата? То есть мы понимаем из аята, который мы зачитали. То есть в аяте Аллах Субханаху ва Тааля сравнивает гайбат с поеданием мяса покойного брата. И поэтому здесь Амр ибн аль-Ас такой тоже красивые слова говорит. Когда он увидел вот этого мула, то есть он сравнил, или то есть вот сказал вот эти слова, взяв вот этот смысл из того аята. Еще раз повторю, наполнить кому-либо из вас свой желудок мясом вот этого мула лучше, чем он будет поедать мясо своего брата. Каля аль-Хасан. Аль-Хасан, рахимахуллаху, говорит следующие слова: «Викруль гайри саласа». То есть поминание кого-либо другого делится на три вида. «Викруль гайри саласа». Далее он поясняет: «Аль-гайба, валь-бухтан, валь-ифк». То есть поминание другого может быть трех видов: гайбат, бухтан и аль-ифк, третье. «Уакуллюн фи китабилля». Все вот эти три вещи, они упоминаются в Коране. «Фаль-гайбату ан такуля ма фихи». Гайбат – это когда ты упоминаешь то, что в человеке есть. То есть ты говоришь правду. «Валь-бухтану ан такуля ма лейса фихи». Бухтан – это когда ты говоришь о человеке то, чего в нем нету. «Валь-ифку ан такуля ма балагак». А аль-ифк – это когда человек говорит о другом человеке, основываясь на чьих-то словах. То есть просто до него, скажем, дошла информация, непроверенная, скажем, просто он этот слух услышал и распространяет этот слух дальше. Руя аниль Хасан, радиаллаху анху, также передается от аль-Хасан, радиаллаху анху, анна раджулян каля лаху, то, что однажды один человек сказал ему: «Инна фулянан кад игтабак». Воистину такой-то, такой-то совершил гайбат по отношению к тебе. «Фаба'атha илейхи рутабан аля табакин вакаль». И тогда Аль-Хасан на тарелочке отправил ему свежие финики, рутаб. Отправил к этому человеку финики и при этом передал следующие слова: «Кад балагани аннака ахдайта илейя мин хасанатик». До меня дошла весть, что ты подарил часть своих хасанатов, то есть аджр, своих благих дел. «Фаарадту ан укафиака алейха». И я хотел отблагодарить тебя за это. «Фа'азурни фаинни ла акдиру ан укафиака алят тамам». Но извини меня за то, что я сполна не могу ответить тебе таким же, или как бы я не могу тебе такой же большой подарок сделать, как ты сделал мне. Почему? Потому что тот человек подарил аджр хасанат, то есть это как бы ни с чем не соизмеримо, то есть это то, чего будет не хватать человеку в судный день. А Аль-Хасан ему в ответ отправил финик. Ну, финик не может сравниться с хасанатом, поэтому он
извиняется за то, что подарок не такой же большой. Каля ан-Навави рахимахуллах. Опять слова имама ан-Навави рахимахуллах хотелось бы привести. Очень важное тоже вот наставление имам ан-Навави делает. «И'алам аннаху янбагhi лиман сами'a гибата муслимин ан яруддаха ва язджура каиляха». Знай, что если кто-либо услышал гайбат в отношении другого мусульманина, то следует остановить того человека, который совершает этот гайбат. «Фаиллам янзаджир биль калями заджараху биядихи». И если этот человек не останавливается словами, то нужно его остановить руками, то есть остановить рукой. «Фаиллам ястати' биль яди валя биль лисан фарака залика аль-маджлис». И если не получается остановить этого человека, который злословит, не получается его остановить ни языком, ни руками, то что следует сделать? Следует покинуть этот маджлис. Очень важное наставление имама ан-Навави. Из этого маджлиса нужно уйти. «Фаин сами'a гибата шейхихи ау гайрихи мимман лаху алейхи хаккун ау кана мин ахли аль-фадли вассалах кана ли'атинау бима закарнаху акthар». А если этот гайбат совершается по отношению к кому-либо из уважаемых людей, как скажем, это ученый какой-то, это шейх какой-то, учитель и так далее, то тогда следует еще более серьезно относиться к этой ситуации. И то есть, что мы из вот этих слов имама ан-Навави должны для себя почерпнуть? Если мы сидим в маджлисе, совершается гайбат, просто сидеть, улыбаться или еще хуже, там, поддакивать, кивать головой нельзя. То есть нужно остановить либо языком, либо рукой, либо мы этот маджлис покидаем. И в завершение нашей сегодняшней лекции хотелось бы завершить такими словами. «Каля ба'духум». То есть некоторые ученые сказали «Адракна ас-салаф». Некоторые ученые сказали, что мы застали первых мусульман. Ас-салаф – это вот первые предшественники, первые мусульмане. Мы застали их «Вахум ля ярауна л'ибадата фи ссауми валя фи ссаля». И они в первую очередь поклонение видели не в посте и не в намазе. То есть в первую очередь поклонение для них было не это. «Валякин фил каффи ан а'радин нас». Но в первую очередь поклонение их было в том, чтобы не прикоснуться к чести другого человека. Очень важные слова, которые вот каждый из нас для себя должен как вот золотое правило взять. И это, к сожалению, часто мы такую ситуацию видим, когда брат-мусульманин старается, держит уразу, может быть, в неделю как минимум 2 раза, понедельник, четверг, садака выплачивает, намазы читает, старается в первом ряду читать намаз и так далее. Но как речь, когда он начинает говорить, он как бы запросто может затронуть того, обсмеять этого, и как бы у него совсем нету понятия вот того, что прикасаться к чести другого человека запрещено, и то, что этим самым он теряет свой аджр хасанат. И поэтому хотелось бы вот еще раз напомнить, важно не только собирать благие дела, то есть мы каждый день стараемся побольше аджр хасанат собрать, важно не только его собрать, но также важно уделить столько же внимания или даже больше тому, чтобы мы это не растеряли, тому, чтобы мы не потеряли этот хасанат. И одна из вот причин, по которой мы можем растерять все свои благие дела, это как раз гайбат. На этом хотелось бы сегодняшнюю лекцию закончить. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля ант, настагфирука ва натубу илейк, ва джазакумуллаху хайран.